Наблюдаемые в настоящее время сложности в топливной отрасли, они носят временный характер. Правительством ежедневно ведется мониторинг текущей ситуации, предпринимаются все необходимые меры по взаимодействию с нашими российскими коллегами для того, чтобы максимально оперативно решать вопросы, связанные с отгрузкой и с продвижением топлива в Республику Абхазия. Как вы знаете, сложности на топливном рынке Российской Федерации неминуемо отражаются и на поставках в Республику Абхазия, что, собственно говоря, и повлияло сейчас на те запланированные поставки, которые должны были быть произведены по графику. Однако сегодня уже в Республику Абхазия поступает партия бензина в 400 тонн, также поступает партия дизельного топлива, и значительные объемы топлива в Республику Абхазия запланированы к поступлению в начале августа, что позволяет нам рассчитывать, что ситуация достаточно оперативно стабилизируется в ближайшее время. Вместе с тем, текущие сложности, которые сейчас наблюдаются в связи с отсутствием отдельных видов топлива на отдельных заправочных станциях, они носят временный характер. Просим граждан сохранять спокойствие и приобретать топливо в рамках тех потребностей, которые у них возникают. В августе в Абхазии мы традиционно видим повышенный спрос на потребление топлива. Это связано как с высоким туристическим сезоном, так и возросшим внутренним потреблением. На сегодняшний день мы наблюдаем очереди на АЗС, на некоторых АЗС в крупных городах и в районах. Это связано именно с этим фактором. Говорить о кризисе я бы не стал. Безусловно, имеют место некоторые перебои. Основанием для них являются логистические трудности в Российской Федерации и трудности вообще, связанные с ситуацией на топливном рынке в Российской Федерации, откуда мы получаем все объемы и бензинов, и дизельного топлива. Все необходимые объемы законтрактованы, за топливо заплачено. Мы ждем отгрузок, и отгрузки осуществляются. Иногда они вне графика, с опозданием там, на неделю, на несколько дней, но топливо все равно в республику поступает. Все необходимые объемы топлива проплачиваются на месяц вперед, а заказываются и планируются на 2 месяца и более вперед. Поэтому есть возможность планирования. Мы находимся в постоянном контакте с правительством и с Министерством энергетики. Все остатки в ежедневном порядке подаются. Правительство со своей стороны делает все возможное для того, чтобы помочь компании и с отгрузкой, и с продвижением вагонов на территории Российской Федерации. Совместными усилиями мы делаем все возможное для того, чтобы сохранить ситуацию под контролем и обеспечить АЗС необходимыми объемами топлива. Поэтому я присоединяюсь к просьбе министра энергетики не создавать ажиотажный спрос, не паниковать. Топливо в любом случае будет, его хватит всем. Ограничения носят временный характер. Компания «Азид» на сегодняшний день испытывает небольшие сложности. Не все виды топлива есть в свободной реализации на наших автозаправочных станциях. Но со вчерашнего дня на всех АЗС компании «Азид» во всех районах в свободной продаже появилось дизельное топливо. Нами оплачены объемы топлива, необходимые для бесперебойной работы всех наших АЗС. Мы ожидаем отгрузок в ближайшее время в наш адрес. К сожалению, вы знаете, что есть ряд объективных сложностей на рынке Российской Федерации, на нефтеперерабатывающих заводах Российской Федерации, но во взаимодействии между нами, Министерством энергетики Республики Абхазия и профильными ведомствами в Российской Федерации ведется работа по скорейшей отгрузке топлива в адрес нашей компании в частности. В последнее время значительно улучшена логистика в плане скорости передвижения железнодорожных составов с топливом, поэтому надеемся, что после отгрузки топлива в адрес нашей компании за короткое время мы сможем получить его и начать реализацию на наших АЗС.